Я как филолог могу сказать, что язык, он сохраняется только когда он в работе. Как только язык вылетает вот из работы, из этой, да, как только он становится ненужным говорящему, бесполезно проводить разного рода совещания, там, какие-то советы организовать по сохранению бурятского языка. Это бесполезно. Ну, значит, вот буряты как-то сами его теряют, язык. Почему-то он вот стал теряться, да? Почему-то поколение какое-то, опять-таки, не подарило следующему поколению вот эту дар говорить на этом языке, да? Вот богатство обладать этим языком, умение там петь на нем и так далее. Вот кто-то опять его где-то потерял. И, знаете, возрождать его в школе, да, неожиданно, вводить и бить по всем, что надо его изучать, это бесполезно совершенно. Потому что я вот сама, я вам говорю, как филолог, как переводчик именно зарубежный, да, ну вот если у меня английский язык, он не пришел ко мне в душу, а мне пришлось его учить, потому что у меня вторым просто был, а французский я просто взахлеб, вот он язык, он жил, он живет в человеке, потому что это то, когда ты читаешь на французском, когда ты поешь и понимаешь на французском, вот ты его любишь. Когда ты видишь, да, какого-то там зарубежного гостя или приезжаешь там в Париж и так далее, вот я прилетела в Париж, да, и я поняла, что я говорю, вот это ощущение того, что ты говоришь, что ты произносишь, и тебя понимают, и начинается диалог, какое-то обсуждение, неважно о чем вообще, главное, что ты говоришь. Вот, а вот эти совещания, вот эти вложения какие-то финансовые, не знаю, любовь к языку, она должна вернуться через культуру. Опять-таки это должно стать модным, как бы это парадоксально не было, но для бурят должно важно умение, вот это уметь говорить на бурятском языке. То есть вот мне, например, всегда, у меня очень много друзей, вот буряты, да, и я все время говорю, неужели ты не понимаешь, мне было бы стыдно сказать, я не знаю, я не понимаю, я не могу поздороваться, но это же твой язык. Это, я не знаю, твои корни, это вообще твои традиции. Но ты будь любезен, ты хотя бы выучи, здравствуйте, до свидания, да, разговорный, обычный язык, там, я уже не говорю про литературно-бурятский, ведь он, я так понимаю, совершенно это другой. И вот это, ну, я не знаю, я не понимаю, какая-то отмашка такая легкая, отмашка от твоих родителей, я считаю, это отмашка от твоих традиций. Ну, тогда хорошо, едьте тогда все жить в Москву и там говорить о том, что вы... Да, я не знаю вообще бурятский язык, и он мне вообще не интересен. Вернуть его можно через хотя бы постараться, через культурные, конечно, какие-то вот мероприятия там. Ну, это сложно. Язык, он должен вернуться в семье, он должен вернуться в семью, он должен вернуться к матери прежде всего. Это мама, которая учит своего ребенка говорить. А ты знаешь, сыночка, а ведь мы с тобой, вот мы с тобой необычные люди, вот не как все. Смотри, вот я могу сказать, вот здравствуйте, да, на двух языках, на бурятском и на русском. А ты можешь так сказать? А хочешь, я тебя научу? И вот так он вернется постепенно. Видите, они же, это губка колоссальная. Я иногда дома 2-3 фразы ему на английском просто кину по привычке, там, типа там выходи или еще что-то. Он запоминает, это губка просто. А тут вот привить вот это удивление, и ты представляешь, ты потом выйдешь, да, и ты всем будешь говорить, что ты знаешь, как ты еще можешь сказать. Ты хочешь это сделать? Да, я хочу. Давай я тебя научу. А опять вылетело, то есть уже мам-то таких, я так понимаю, мало, опять вылетело целое поколение. А вот у меня есть девочка знакомая, да, бурятская семья, у них традиция шить. Она говорит, у нас дома 8 машинок. Ведь она же шьет, она профессионально шьет, она нигде не училась, ничего. Она шьет, потому что мама шила, бабушка шила, прабабушка шила, вот эти машинки у них как коллекция. Вот, это то же самое, это на уровне физиологии, вот, вернуть любовь к чему-то или научить, там, подарить, то есть в семье. Это надо вернуть в семье. Как это сделать в семье, зависит уже от уровня образования вообще родителей, собственно говоря. И это надо, чтобы это стало модным и красивым, уметь говорить вот так.
Больше вариантов других нет. Ну, там через школу, да, методом тыка, методом давай учи, там тебе двойка будет завтра, послезавтра по бурятскому языку. Да, вряд ли. Я сама понимаю разговорный бурятский язык, ну, частично, как мы учили его в институте там год или полтора, и я могу читать, в принципе, свободно. И я всегда горжусь тем, что я хотя бы могу взять книжку, открыть и как? Прочитать на бурятском языке. Хотя я не понимаю до половины слов. А, правила чтения, знаете. Да, я правила чтения знаю. Все могу открыть и читать. И всех удивлять. Ну вот, вы сделайте это как ребенку, как удивить. Я могу удивить, я знаю бурятский язык, я могу написать. Это же вообще редкость, кто там пишет, но там литературный язык знает. Ну, на сегодняшний день. Ну, только так. Больше все. Больше даже я не представляю, что можно сделать.